Мавлид Висаитов – профессиональный военный. Незадолго до начала Второй мировой войны он окончил кавалерийское училище. Служил вблизи границы, неподалеку от Брестской крепости. В первые же дни войны Висаитов был ранен, но остался в строю. За годы войны он прошел боевой путь от Терека до Эльбы. Командовал 255-м отдельным чечено-ингушским кавалерийским полком и 28-м гвардейским полком. В представлении Висаитова к званию Героя Советского Союза перечислены его военные заслуги. Взятые города и населенные пункты, 600 уничтоженных врагов, 3500 пленных, 1000 освобожденных из фашистских концлагерей людей. Поэтому-то среди наград Висаитова не только ордена и медали СССР, но и награды Польши, Венгрии, Чехословакии, а также американский орден «Легион чести», перед носителями которого встают президент и сенаторы США. Была и еще одна награда за воинские подвиги – особая. Известный писатель Шолохов подарил Висаитову коня. Один из эпизодов фронтовой жизни чеченского героя напрямую связан с этим конем. Случилось это недалеко от реки Дон. Войска отступали, был пасмурный вечер, и трудно было отличить в тумане свои позиции от вражеских. Висаитов решил лично проверить левый фланг. Он помчался на коне один, навстречу колонне пехоты, и уже совсем приблизившись, понял, что это немцы. Пришпорил коня, врезался в колонну, разя врагов шашкой, прорубил себе путь, и когда по нему начали строчить автоматы, был уже вне досягаемости. Однако пуля достала его, пришлось на скаку сделать перевязку, а потом уж думать о возвращении на свои позиции. В темноте было трудно сориентироваться, и тут Висаитов вспомнил, что родная станица писателя Шолохова должна быть где-то рядом, а лошади умеют самостоятельно находить дорогу домой. Он опустил поводья, доверился коню, так как ослабел от потери крови. А конь действительно к утру вывел Висаитова прямо на станицу Вишенская, еще не занятую немцами. Фронтовая судьба свела Висаитова с людьми многих национальностей. Некоторые стали его друзьями на всю жизнь. Среди них украинская женщина Галя, выходившая его после тяжелого ранения в боях под Таганрогом. Висаитов разыскал ее уже после окончания войны, и дружба двух семей, чеченской и украинской, продолжалась до самой его смерти. Герой войны, полковник Висаитов, после восстановления в 1957 году Чечено-Ингушетии работал заместителем министра внутренних дел республики. У этого мужественного человека можно было многому научиться. И самое главное, мы, чеченцы, можем гордиться своим земляком, который доказал, что он истинный сын своей земли.